Фарид Кайрулович, рыбаки, зрители рыбаки меня не простят, если я не спрошу вас о самом большом улове вашем. Так, рыбак рыбака. Это долгая история. Если говорить о самой крупной рыбе, которую мне удосужилось поймать в своей жизни, это было в низовьях Волги, в Астрахани. 20 минут я ее вытаскивал. Это был сом 8 с лишним килограмм рыбы. Вот это да! 8 с лишним. Здравствуйте, дорогие друзья! Исян Месыскадыр Дуслар. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем отмечать праздник 8 марта. И сегодня, милые наши дамы, кызлар, бездыня беляр, вас поздравить пришел, внимание, председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Хайрулович Мухамедшин. Исян Месыскадыр Фарид Хайрулович. Ну, вот это сюрприз, вот это сюрприз. От души поздравляю. В этом году 10 лет этой замечательной программе, где пропагандируется самая вкусная, самая национальная, традиционная кухня татарского народа, которую любят все. Да, вот видите, я пригласил 8 марта отмечать вас, а вы уже узнали, что нашей программе в этом году 10 лет. Бигзур Ахмед. В объективе времени фотоальбом. Признателен всем, с кем по жизни шагаем, преодолевая трудности, отдавая себя служению людям. Фарид Хайрулович Мухамедшин с подписью лично для нашей программы. Еще раз Бигзур Ахмед. Фарид Хайрулович Мухамедшин, председатель Государственного совета Республики Татарстан. Родился в городе Альметьевск, окончил Уфимский нефтяной институт и Саратовскую высшую партийную школу. Впервые был избран председателем Верховного совета 5 июля 1991 года, а с 27 мая 1998 года и по настоящее время председатель Государственного совета Республики Татарстан. Совмещает политическую работу с активной общественной деятельностью. Около 20 лет возглавляет республиканское общественное движение «Татарстан. Новый век». 15 лет стоит у руля крупнейшего регионального отделения партии «Единая Россия». С 2007 года является председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана. Фарид Хайрулович женат, имеет сына и дочь, а также 4 внучек и 1 внука. Фарид Хайрулович, у нас сегодня ответственная задача для наших милых дам, для всех женщин Татарстана приготовить очередной вкусный обед. Ну и по секрету я тоже узнал, что вы замечательный рыбак. И вот улов Фарида Хайруловича, который у нас здесь, почищенные 2 больших красивых судака. Я предлагаю из них, раз рыбу принесли вы, приготовить уху, а вторую рыбу запечь, раз уж у нас позади настоящая татарская печь. Поможете? С удовольствием. Итак, мы начинаем. Я предлагаю, опачки, какой улов? Судака побольше мы оставим на уху, а вот этого красавца отправим в печь. Я предлагаю самый простой вариант, когда мы берем лук, сметанку, немножко специй, фаршируем судака и отправляем в духовочку. С луком справимся? Непременно. Так, полукольцем мы его сейчас порежем. Ну и первый секретный вопрос. Так. Готовите ли вы, Фарид Хайрулович? Иногда появляетесь ли вы на кухне с ножом в руках, как сейчас? Ну, во-первых, я считаю, что основная моя задача – рыбу поймать. А супруга, семья ее замечательно готовит. Очень редко, тем не менее, я тоже подключаюсь к этой процедуре. Вот 8 марта, да, Международный женский день. И часто ведь женщины говорят, мужчина в этот день должен готовить. Как вы считаете? Должны ли мы сюрпризы такие появляться на кухне? Я думаю, это с большим уважением делает любой мужчина в семье. В этот праздник 8 марта старается чем-то помочь, опередить супругу и на кухне, и в приготовлении пищи. Я небольшой специалист кухни. Конечно, я очень хорошо умею Ну, с луком вы справились замечательно. яйца варить вкрутую, могу картошку пожарить с колбасой. В общем, голодным никогда не останетесь. Это абсолютно нет. Вот традиционные, какие блюда у вас в семье готовятся? Все-таки у нас, программа называется «Секрет татарской кухни». Хотелось бы вспомнить вот блюда татарской национальной кухни. Какие у вас из детства? Что готовила ваша бабушка, например? Запомнилось, если из детства, конечно, бик моторы токмач пширалярия. Токмач такой, со светлой шурпой. Из настоящей деревенской как курицы. слеза, из настоящей деревенской курицы. Конечно, традиционно, но не часто, может быть, по праздникам бывало. Такой семейный балеш делали. С мясом, с картошкой. Очень даже вкусно. Это был настоящий праздник. Но у нас в семье могут готовить и чпачмак, треугольники. Особенно хорошо получается каша по утрам. И полезно, и быстро. На воде. Уметь заваривать чай тоже искусство, между прочим. Это особый ритуал.
в особом чайнике, когда настаивают его, чтобы не перестоял и не остыл. Перекладываем лук. Сейчас все это мы смешаем. Надо мельче мне? Нет. Для фарширования судака здесь Да, разницы да, нет, да, потому что он место все, есть. весь вкус лук отдаст нашей Согласен. рыбе. Так, мы сейчас все это смешаем со сметанкой и добавим. Вот есть у меня здесь классический набор специй. Да. Да, мы его тоже добавляем. Универсальная приправа. Перчика можно чуть-чуть. На самом деле варианты фарширования судака, их очень множество. В том числе можно и овощами зафаршировать. Но мы берем сегодня классический вариант. Такой деревенский сухан-белян. Да. У вас в семье вот на 8 марта, в этот замечательный праздник всех женщин мира, так скажем, да? Какие-то традиции есть? Специальные блюда, может, супруга готовит? Есть традиция собираться, приезжает маму поздравлять. Я тоже с утра стараюсь, если дома, чтобы мы что-то такое оригинальное приготовили. Ну, в основном закоперщик всех этих дел она, мы только помощники. Я считаю, что рыбу надо готовить в тот день, когда поймал. Сразу на свежую, так скажем. Мороженое, размороженное, рыба теряет все свои вкусовые качества, на мой взгляд. А вот такая свежая, которую днем поймал, вечером приготовил, она особый колорит имеет и вкус имеет. Особенно наша волжская рыба, камская рыба. Так, да, немного соли добавим еще. А можно побольше. Вот, Фарид Карлович, Судак – это исключительно полезная рыба. это, кстати, моя самая любимая речная рыба. Да-да. Итак, рыбку мы зафаршировали. Сейчас приготовим специальный маринад. Для этого я попрошу вас разрезать лимончик, выдавить сок. Добавим немного маслица и специй. Тимьян, оригами, я думаю, к рыбе будет самое то. Да, и немножко, конечно, соли добавим к нашему маринаду. Так. Фарид Карлович, ну и продолжаю я специальные вопросы, так скажем, рубрика «Специальные вопросы». В женский праздник хотелось бы все-таки вопросы про женщин больше задавать, да? Насколько много у нас сейчас вот в Татарстане на сегодняшний день женщин в политике? Знаете, количество женщин, активность их участия в политической жизни в стране, в регионе, в республике, да и в сельской местности, в районах, городах, мне кажется, она такая интересная вещь, которая позиционируется через увеличение участия наших женщин в этом деле. Это не только депутаты женщины, это женщины-активисты, каждая на своем рабочем месте, имея в виду в школах, в вузах нашей республики. Есть профессии, как мы их называем, чисто женские. Скажем, врачей много очень женщин. Много детских дошкольных учреждениях работают женщин. И их роль незаменима. Не каждый мужчина так терпеливо, по-женски, с любовью может исполнять эти непростые задачи. И для нас женщина, она действительно и политик. У нас в Государственном Совете 14 женщин. На любой политический, хозяйственный, экономический, социальный вопрос выступление депутатов женщин носит особый колорит, с каким-то женским чутьем, пониманием остроты и важности этой проблемы. И депутаты зачастую прислушиваются к мнению женщин по нахождению решений той или иной проблемы, которая поднимает законодатель. Я им премного благодарен и думаю, что мы вот накануне выборов формирования нового парламента очень бы хотел, чтобы в этом году женщины более активно участвовали и в предварительном голосовании, и на различных встречах, потому что их позиция, она, еще раз говорю, зыждется, фундаментально держится на семейных традициях, на воспитании детей, на сохранении вот того всеми нами горячо любимого традиции, обычаев каждой семьи, каждого народа. Ну а уж на кухне она незаменимая хозяйка. Но мы сегодня тоже пытаемся что-то придумать на кухне. И мне кажется, первое блюдо у нас уже готово к отправке в духовку. Сейчас мы... Можно пробовать. Можно пробовать. Так, сейчас мы ее
накроем фольгой, отправим в нашу печь минут на 15, а через 15 минут мы фольгу уберем, чтобы рыбка подрумянилась. Итак, бисмилляхи рахмани рахим, отправляем. Аллах тапшардак. Аллах тапшардак. Опа. Да, вот Дальше? до конца. Ага. Ну а пока наша рыбка запекается в печке, дорогие друзья, для вас небольшая рекламная пауза на канале ТНВ, после которой еще одно вкусное блюдо от Фатиха Рылыча и Руслана Шарафутдинова. Оставайтесь с нами. Запеченный судак. Для начинки репчатый лук нарезали полукольцами, добавили сметану, приправили солью, перцем, специями для рыбы и хорошенько перемешали. Для маринада сок одного лимона смешали с растительным маслом, приправили солью и перцем, добавили сушеный тимьян и орегано. Брюшко выпотрошенного судака наполнили луковой начинкой, обмазали подготовленным маринадом. Рыбу накрыли фольгой и отправили в печь на 1 час. Исян Месес, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, сегодня с нами готовит председатель Государственного совета Республики Татарстан Фатих Харуш Мухаммедшин. Еще раз Бигзур Ахмед. В вашем плотном графике найти 2 часа. Спасибо большое. Но все это он сделал ради вас, прекрасной женщины. Это Еще правда. раз мы вас поздравляем с праздником 8 марта. Итак, Бля. улов Фатиха Харулыча, 2 шикарные рыбки, судачки. Первый из них уже готовится в нашей печи, а из этого мы приготовим уху. По моему рецепту быстренько и вкусненько. Прошу вновь помочь мне, картошечка пополам. Вот, опа. Судачка мы сейчас порежем. Вот уху-то, кстати, как настоящий рыбак, пробовали готовить сами? Да, были такие возможности и необходимости. Необходимость. Когда надо было готовить уху самому. На костре, вот в таком котелке большом чугунном, с особым колоритом, с особым запахом дыма. как Ой, с на костре, дымком конечно, уха, говорят. Да, уха с Совершенно дымком. другая. Это незабываемая пища. Фатих Харуч, рыбаки, зрители рыбаки меня не простят, если я не спрошу вас о самом большом улове вашем. Как рыбак рыбака. Это Расскажите. долгая история. Если говорить о самой крупной рыбе, которую мне удосужилось поймать в своей жизни, это было в низовьях Волги, в Астрахани, когда я там находился. Мне клюнула большая рыба, что мои коллеги, которые были в одной лодке и рядом напротив, говорят: осторожно, порвешь, это коряга. Я начал тянуть, она начала поддаваться. Понемножку я стал ее вытягивать. 20 минут я ее вытаскивал, это был сом 8 с лишним килограммов рыбы. Вот это да. 8 с лишним. Я ее сфотографировался, у меня еще живая фотография есть в архиве. Это была самая крупная рыба. На Волге, в районе Матюшина, лет 5-7, может быть, уже теперь назад, мне удалось поймать щуку на 5,5 килограммов. Тоже на удочку. На блесну, на спиннинг. Вы знаете, тут тоже была борьба, долгое удовольствие, ее надо было выуживать, с подсадчиком вытаскивать. И когда я подплыл к берегу, я помню, Ментимир Шарипович Шаймеев вышел как раз на пристань, увидел это, ну ты, говорит, настоящий рыбак. А я был с внучкой, с Алиной. Эту рыбу, когда я вот за жабры держал, она была примерно ростом с эту внучку, первоклассницу, так? Это, конечно, удовольствие, это, конечно, счастье рыбацкое. И я думаю, что не каждый раз так получается. Так, отправили картофель. Сейчас отправим туда и рыбку. На самом деле, я в интернете посмотрел более 50 вариантов приготовления ухи. Да мы сегодня берем такой домашний, самый простой. Затем добавим перец горошком, лавровый лист, лук. Кстати, я забыл, сейчас добавим. И, в принципе, уха будет готова. Поэтому в Лук оставшиеся- будем цельный бросать? Цельный, да. Цельный, наверное, Давайте даже, да. кстати, да, я думаю, Давайте. 2 луковицы будет достаточно. И прошу добавить туда еще моркошку одну. Морковку. Моркошку, это у меня так дочка говорит. Моркошечку, да. Так. Ну и продолжая. Так, добавили? Вкуса. Сейчас мы подождем, пока приготовится картофель, затем добавим рыбку. И в оставшееся время у меня есть чудесный рецепт приготовления быстренького салатика такой, который, я думаю, как раз будет 3-м нашим блюдом. Для этого я прошу вас так, редиску можно порезать, да, помельче. Тоже А я кольчиками, сейчас кольчиками нарежу. да, обжарю стручковую фасоль. Так. Итак, мы сейчас обжарим фасоль. Опа. О, чудесно получается у вас, Фатих Харуч.
Мне кажется, ваша супруга посмотрит нашу программу, да, и уже попросит вас почаще быть на кухне и что-то, да, помогать ей по хозяйству, так скажем, в кулинарных делах. Фасоль у нас пусть пока потомится, а я порежу огурец, который тоже нам нужен будет для салата. Фарид Кайроллович, скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, насколько значимость супруги велика в становлении мужчины-политика? Ну, трудно переоценить роль супруги в становлении вообще в жизни с политиком. Знаете, им больше терпения надо, им поддержка, понимание мужу на работе, в обществе. Мне, честно говоря, очень повезло. Я вот как и в шутку, и всерьез говорю, с одной женой 48 лет уже живу. Вырастили детей, растим внуков. И вы знаете, она хранитель домашнего очага, моя супруга. Она как магнит притягивает всех. По субботам дети с внуками собираются, баню топят, все там занимается с ними. Никогда ни с одной командировки или какой-нибудь поездки без какого-то сувенирчика всем, большому и маленькому, не возвращается. И я, знаете, вот ее благодарю. Я думаю, это в каждой семье женщина играет огромную роль. Не потому, что она на кухне там искусно мастерица, готовит блюда, а потому, что она тот фундамент, на котором держится успех любого человека. Ты знаешь, что ты уверен, тылы твои прикрыты, ты всегда опрятно одет, поглажен, ты знаешь, что жена тебя ждет и провожает каждое утро на работу. И все же, вот продолжая тему, да, вот жен, женщин, вот что вы цените в женщине, прежде всего, на ваш взгляд? Женщина, если честно говорить, в семье имеет главенствующую роль, на мой взгляд. Создает условия, ауру, хранитель очага, она же и воспитатель наших детей, наших внуков. И поэтому бесценный человек. Я думаю, для каждой семьи, мне кажется, каждый мужчина так скажет. Тут что-то новое я не открываю. Если конкретно о моей супруге сказать, то с бесконечными переездами на разных хлопотных должностях, в которые мы жили в Альметьевске, в Казани, в которые она не очень хотела переезжать, плакала. Я вам скажу, она, тем не менее, очень коммуникабельный человек, который придает устойчивость любому политику, руководителю. Ты знаешь, что дома есть всегда отдушина, тебя примут, тебя поймут, тебе расскажут. Но иногда и сильный критик бывает жена. Ну куда без этого? Да, увидит на телевидении или где-то, или в газете выступления, или там критические материалы, твой адрес. Она, конечно, скажет то, что думает напрямую, то, что даже от кого-то можешь и не услышать. В этом тоже ценность, знаете. Это же не для того, чтобы обидеть, принизить, унизить. Это для того, чтобы ты еще больше чувствовал ответственность перед выступлением, перед публикой. Ведь иногда ведь, что скажет вам жена, кто-то другой ведь не осмелится сказать. Никогда, может быть, другой не скажет. Наоборот, еще порадуется за то, что ты где-то ошибку допустил. А супруга переживает. Это, знаете, великий дар, и я ей всю жизнь признателен. Но на кухне я стараюсь с ней не спорить. В эту вотчину лучше туда со своими советами не лезть. Но позвольте еще в продолжение, да, вот именно вашей семьи, ведь кроме того, что она и вкусно готовит, да, ведь и замечательный сад, в котором я, опять-таки, если я правильно информацию узнал, я знаю, вы же даже картошку сами сажаете. У нас есть сад, дача так называемая, где мы практически выращиваем все, что растет в наших климатических условиях. Я не говорю о яблоках, яблонях, вишне, смородине, они у всех есть. Но то, что мы сами сажаем картошку, жука собираем, окучиваем. То, что помидоры очень хорошие вызревают у нас, огурцы, редиска, ну, земляника, вот эти ягоды, целые 3 грядки, которые требуют особого ухода.
И этим занимается с любовью жена, а я ей помогаю. Отвожу мусор. Так что, дорогие друзья, хотите правильно и вкусно питаться, выращивайте все сами своими руками, как это делает семья Фарида Хайрулловича. А у нас финальная часть приготовления салата. Прошу, добавляем туда все ингредиенты, которые мы подготовили, в том числе стручковую фасоль, которая ароматно, кстати, вот, обжарилась. И забыл я спросить, Фарид Хайруллович, а вот ваше все-таки любимое блюдо татарской кухни, какое оно? Которое вы всегда рады попробовать в любом, так скажем, варианте приготовления. Трудно сказать. Самое любимое блюдо – это жидкое тесто, когда нальешь и сделаешь блинчики такие, которые с чаем пьешь. Вот это на завтрак иногда получается, и мы радуемся. Кстати, говорят же, чем вкуснее завтрак, тем лучше настроение у человека и заряд на весь день. Правда. Поэтому завтракать надо и плотно, и вкусно. Как у нас сегодня тоже, дорогие друзья, уверен, все 3 наших блюда будут вкусными. Ну а чтобы в этом убедиться, мы накрываем на стол и будем пробовать все наши блюда. Уха из судака. Судака разрезали на крупные кусочки. Картофель и морковь на половинки. В кастрюлю с кипящей водой поместили половинки картофеля. Чуть позже добавили морковь и 2 целые луковицы. После того, как картофель почти приготовился, положили кусочки судака. В конце приготовления уху посолили, добавили перец горошком и лавровый лист. Салат к рыбе. Спаржевую фасоль обжарили на растительном масле. Огурцы нарезали небольшими ломтиками, редис кружочками, а красный лук – кольцами. В салатнице смешали все подготовленные ингредиенты, приправили солью и растительным маслом и хорошенько перемешали. Итак, у нас финальный момент. Стол мы накрыли. И сейчас, Фарид Хайруллович, очень важный момент приготовления ухи. Прошу, открываем крышечку. Так, опа. Из печи мы достаем горячую лучину и... Опа. По всем жанрам приготовления настоящей ухи. Все. Итак, уха у нас доготовится. Уже аромат пошел. Все-таки мужчины готовят лучше, чем женщины. Ну, про это я не буду говорить, хотя я уже сказал вслух. Ну что ж, красиво все у нас получилось. Рыбка на столе. Но перед этим все-таки несколько слов от вас, Фарид Хайруллович, для наших милых женщин. Прежде всего, вам спасибо, что пригласили. Мне было интересно все этот процесс вместе с вами провести. Обращаюсь я, конечно, к дорогим, любимым нашим женщинам в этот замечательный праздник 8 марта, Международный женский день. Мы признательны вам, благодарим вас, спутниц по жизни, коллег по работе, всех, с кем приходится встречаться, решать большие и малые проблемы. Я скажу, что роль женщины, она никогда меньше не будет, и она главный хранитель домашнего очага, воспитатель наших детей и внуков. И женщина позволяет нам, мужчинам, на мой взгляд, браться за самые трудные, серьезные задачи, которые при их поддержке удается решать. Байрам белян, с праздником, здоровья и благополучия. Ну а сейчас не менее вкусный и приятный момент. Прошу, берем приборчики и пробуем наше блюдо. Все-таки, судачок красивенький, а? И салатиком закусываем. Сочный, свежий. Наш, татарстанский. Браво. Великолепно. Рахмет. Уважаемый Фарид Хайруллович, на этом заседание кулинарного совета подошло к концу. Дорогие наши зрители, депутаты. Поставишь на голосование? Да, ставим на голосование. Блюдо. 100 голосов из 100 за то, что все было вкусно у нас. Биг Зарахмет. Вам вдохновения, вашей семье крепкого здоровья, а нашим женщинам почаще улыбаться и радовать нас, мужчин, своей красотой. Рахмет. Это была программа «Секреты татарской кухни», где лучшие мужчины Татарстана готовят для вас с любовью. Слава Богу, пока-пока. До свидания. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок.